Что ты завадил? Встань тихо, стой в углу. Говори, что свободно. В общем, мне надо, наверное, лучше не поверхность сейчас пойти. Там все сужается совсем, короче. Даже нечего туда лезть, короче. То есть там даже уже в таком состоянии не пройдешь. То есть там даже в гидрокостюме не пройдешь, да? Не, ну да, во-первых, пусто, а во-вторых, там вот в такую вот штуку сужается все. С выходом. Я знаю, что вы не первый раз приезжаете в Абхазию и побывали в очень многих пещерах Абхазии. Расскажите, пожалуйста, о впечатлениях. Если в общих чертах говорить, то пещеры – это такой отдельный, целый, удивительный мир. То есть все, что существует на поверхности, мы так или иначе можем себе представить. Посмотреть по телевизору, прочитать в интернете, все это уже как-то описано. А подземный мир, его сложно вообразить, о нем никто не знает. И чем привлекательно, вообще спелеология и изучение подземных пространств, тем, что можно открыть что-то новое. То есть географические открытия на поверхности Земли уже закончились, а в пещере можно найти что-то новое, причем таких масштабов, о которых даже никто еще не знает. Совершенно ясно, что подземное пламя не только может вдохновлять, но и может и обжечь. Но бывали у вас происшествия? Происшествий тьфу-тьфу-тьфу у нас таких в пещерах, не было серьезных. Если кто-то там, может быть, там руку потянет или там такие легкие травмы. Бывали у вас случаи аномальные? Очень часто люди думают, что в пещерах там призраки всякие обитают, там фанерные тени, И часто они как-то упрощают само вот это понятие, пойдешь, тебя там бабайка за ногу схватит. На самом деле, конечно, все не так. Отчасти человек сам определяет то, что с ним произойдет в пещере. То есть, скажем так, с каким настроением ты идешь в пещеру, это на тебе как-то скажется. То есть, если ты идешь туда, скажем, с воинственным настроением, то пещера тоже будет относиться к тебе агрессивно, воинственно. Если ты идешь туда как, скажем так, домой к себе или как к друзьям, соответственно, у тебя, тоже будет, она к тебе будет относиться так же. А что касательно всяких явлений, таких непривычных, то совершенно точно, тут нет ничего, скажем так, аномального, в принципе, все научно доказано. Но, тем не менее, много интересных вещей происходит с людьми в пещерах. Например, в пещерах замедляется ход времени. Без отсутствия естественных ориентиров, таких как солнце, на земле, на поверхности мы видим рассвет, закат, ложимся спать вовремя, просыпаемся с рассветом. В пещере ничего этого нету. И если вы долго живете в пещере, у вас, происходит сбой этого суточного цикла. Даже проводились опыты французским ученым по фамилии Мишель Сифор. Он полгода жил под землей, и у него не было часов. За полгода его ритм поменялся с 24-часового на 48-часовой. И потом это неоднократно подтвердилось. То есть есть такая особенность. Вторая, что еще может быть в пещере? Как-то течет все-таки время, в пещере по-другому, я поняла. Да, это совершенно точно течет, причем в зависимости от того, что ты делаешь. То есть, если ты там какое-то холодное занятие, неприятное, думаешь, когда же, или наоборот, что-то интересное происходит, там время смотришь, уже время кончилось твое. Валентин, скажите, вы в других странах тоже бываете или только в Абхазии? Абхазия – это излюбленное место спелеологов, я знаю. Да, Абхазия – это излюбленное место спелеологов. В Абхазии огромное количество пещер, и 3 самые большие пещеры находятся в Абхазии. Поэтому, конечно, она очень привлекательна для нас и своим климатом, и наличием моря. То есть после пещеры, после холода хочется погреться. Поэтому ездим в Абхазию. По России тоже, у нас тоже большая страна, тоже много интересного. Пещер, конечно, меньше, но тоже много интересного. Кавказ – это большие горы, пещеры здесь большие, конечно, очень привлекательно для людей, у которых нет пещер в регионе. Даже в этом районе около 30 пещер, нам сказали, охотно верю. В каких горах и в каких пещерах Абхазии вы побывали? Наша любимая пещера в Абхазии, она находится на Арабике, как у вас говорят, как правильно говорить, Арбаика. Как нас правильно учат говорить. Орто-Балаган,
Там так место называется, пещера называется Куйбышевская. Название, в чем дело, наши, скажем так, наши земляки много лет назад ее нашли, вот, и потом перестали туда ездить, и с некоторых пор мы возобновили традицию, да, посещать эту пещеру, поскольку ее нашли наши земляки. Но, в принципе, пещер очень много, и, скажем так, людей, которые изучают пещеры, намного меньше, чем пещер, то есть пещер больше. А как вы нашли зал? Значит, да, мы нашли один новый большой зал. То есть мы там работаем в пещере Куйбышевской мы работаем с 2006 года. Сначала мы ничего не находили, то есть пещера, как бы сказать, спрятала от нас свои сокровища. И мы как бы составляли карту пещеры, там проводили работы, чтобы понять, где может быть новые какие-то части. Потом, значит, где-то в 2012 году нам удалось найти новый ход, очень-очень узкий. Этот ход привел нас в другую часть, там, значит, чуть пошире было. Вот, и так потихонечку нашли, да, большой зал, красивый, да. Значит, его размер 50 метров в длину, 25 в ширину. Ну, скажем так, если сравнивать с пещерой Новоафонской, конечно, это не очень большой зал. В Новоафонской залы больше. Но для нас, вот для людей, первый раз там побывавших, это, конечно, был праздник, это была победа. Да, и мы назвали этот зал Аяйра, как раз по-абхазски победа. И почему Аяйра? Значит, руководство Абхазии рекомендует спелеологам называть новые географические открытия на территории Абхазии на абхазском языке. Мы как бы понимаем эту просьбу и вот назвали так зал Аяйра. Очень приятно, что они приняли такое решение. Ну, мы хотели назвать зал «Свобода». Уточнили, как будет по-абхазски «Свобода». Нам сказали, что «Свобода» и «Победа» — это Аяйра. Вот. Ну, в принципе... И вы зафиксировали это? Да, мы зафиксировали, отправили отчет вот именно с этим словом, со словом Аяйра «Свобода». Очень хорошо, потому что у нас иногда открывают, называют, а потом другие приходят, не зная, тоже заново называют. Да, вы как-то фиксируете, да, открытия свои? Конечно, это большая проблема, то, что спелеологи не могут между собой как бы обменяться данными, потому что каждый спелеолог, он стремится свои открытия спрятать, потому что вдруг кто-то другой придет. И существуют, да, пещеры с двойными названиями. Вот неделю назад мы были в районе озера Амткел, там есть пещера, которая называется Большая Медведица, и она же называется Водопадная, то есть два названия у пещеры. Мы о своих достижениях, своих каких-то открытиях делаем отчеты, отсылаем их руководству, там, комитет. И, соответственно, там это все, надеюсь, копится и, надеюсь, не пропадет зря, скажем так. А вот как вы съездили до Амткел? Потому что был снегопад. Да, мы занимались составлением карты «Пещера холодная». Есть там такая пещера лабиринтообразная. Съездили хорошо, к сожалению, не успели выполнить всего, что было запланировано. Отчасти в этом как раз погодные условия нам помешали. Нас часто сопровождает наш друг Стас Козба. Вот, он нам, в принципе, показал это место замечательное, эти пещеры. Почему именно пещера? Почему вы выбрали именно пещеру? По-моему, это самое сложное. Сложно сказать. Это произошло случайно, наверное. Просто в 18 лет познакомился с человеком, который сказал: пойдем за мной, я тебе, значит, покажу, как в пещерах. И мне понравилось. И теперь уже по прошествии многих лет я, наверное, больше по привычке. То есть, я уже не вижу свою жизнь просто без пещеры. Зачем ты ходишь в пещеры? А как иначе? Я не могу иначе. Я уже просто живу пещерами. Это первый раз в Абхазии или? В Абхазии первый раз. Ну и какие впечатления? Очень здорово, очень красиво. Единственное сейчас из-за снега. Очень холодно, влажно. Но природа, красота, все, в принципе, окупает. Поэтому никто из нас не жалеет, что мы здесь. А будешь возвращаться? Да, конечно, по возможности вернусь. В ближайший раз планируем приехать сюда летом, в пещеру Куйбышевскую. И, надеюсь, буду сюда ездить как можно чаще. Что-нибудь хочешь сказать народу Абхазии? Хочу сказать всем огромное спасибо. Удивило гостеприимство всех. Все очень вежливые, добрые. Ну, как тебе группа, с которой ты поднималась на Амткел?
Ой, группа, конечно, замечательная и удивительная, что все спелеологи, они очень молодые, в принципе, все мои ровесники, но у них уже такой огромный опыт, и они открыли не один и не два зала, это, конечно, очень круто. В отличие от меня, начинающего спелеолога, они многого добились, можно сказать. И я думаю, вот у меня есть план открыть такой же клуб в Абхазии, при Агу, спелеологический, может быть, даже альпинистский, чтобы у ребят наших тоже была такая возможность как-то взаимодействовать через эти клубы, спелеологию и с внешним миром, и в то же время изучать свою страну, географию. Вот. И я думаю, что Олег Алексеевич нам не откажет, мы к нему скоро обратимся. Какие-нибудь есть мысли насчет спелеологии в Абхазии? Абхазия для нас очень интересна в плане спелеологии, в плане природы и так далее, но это должен быть двусторонний обмен. То есть мы приезжаем, нам всегда рады, и мы, в свою очередь, как-то тоже должны что-то отдавать. Мы стараемся рассказывать нашим знакомым, нашим друзьям, как здесь здорово, как здесь красиво. Мы делаем ролики, мы выкладываем их в интернете, мы рассказываем всему миру, чтобы приезжали, чтобы смотрели, что здесь действительно здорово, действительно красиво, что здесь всегда всем рады, что здесь очень открытые, радушные люди. Чтобы уютно было находиться в пещере, вы знаете какие-нибудь вот поговорки абхазские, обращения к Богу? Есть ли какие-то слова-талисманы на абхазском? К сожалению, не думал. Именно на абхазском, наверное, ничего не скажу. Но знаю, что в пещерах, вот тоже есть такое поверье, как бы спелеологи, все, в принципе, взрослые люди, все понимают, все знают там, сколько держит каждый карабин, там, ньютоны, килоньютоны, но тем не менее. Надо обязательно поздороваться с пещерным духом. И считается, что, скажем так, во всех странах это один. То есть, как бы, подземный мир, он един. Вот. Поэтому каждый здоровается с ним как может. Можно сказать, так, просто сказать «Здравствуй, Кеша», его иногда Кешей называют. Можно как-то про себя там в голове. Но, тем не менее, даже самые уверенные в себе спелеологи, когда заходят в пещеру, все равно такой испытывают такой легкий, вот, когда преодолеваешь этот предел, попадаешь в подземный мир, так вот, как бы, даже как-то, может быть, не так очевидно, что «здравствуй» так говорят, но, тем не менее, как-то вот про себя здороваются. Это очень важно.